На Абаза ТВ время новостей, в студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Коротко о главном. 41 кандидат на выборы в местное самоуправление по городу Сухум зарегистрирован, а на Абаза ТВ стартовал проект «Теледебаты» с кандидатами в собрание города Сухум в прямом эфире. Военные комиссариаты проводят мероприятия, связанные с весенним призывом на срочную военную службу. В Абхазском институте гуманитарных исследований прошла презентация 2 новых монографий. И сегодня в эфире Абаза ТВ в 12:30 стартовал проект «Теледебаты» с кандидатами в собрание города Сухум в прямом эфире. Проект реализуется при содействии Сухумской избирательной комиссии. Отметим, подобный проект проводится впервые в истории выборов в органы местного самоуправления. Открыли телебеседы в прямом эфире кандидаты в депутаты от столичного округа номер 1 Дауд Хишба и Инал Тужба. Ведущая первого эфира – корреспондент Абаза ТВ Марианна Котова. Запись прямого эфира вы можете посмотреть в 20:00, а также в 8:30 утра следующего дня. В среду, 22 октября, в нашем эфире смотрите прямой эфир теледебатов с участием кандидатов в депутаты по 2-му избирательному округу города Сухум Турбаза, Джумбером Абухба и Иналом Амичба. Ведущий эфира ваш покорный слуга. Более подробно о проектах Абаза ТВ по выборам в органы местного самоуправления в нашем ближайшем выпуске. 41 кандидат на выборы в местное самоуправление по Сухуму зарегистрирован, сообщил на брифинге председатель городской избирательной комиссии Алмаз Джапо. 3 из них – представители партии Амцахара, остальные – самовыдвиженцы. По словам Джапо, кандидаты и инициативные группы успели подать необходимые документы в установленные сроки, члены комиссии проверили их и подготовили удостоверение кандидатов. Слово Марианне Котовой. Комиссия провела брифинг по итогам выдвижения кандидатов в депутаты Сухумского городского собрания. По словам председателя избиркома, кандидаты инициативной группы успели подать необходимые документы в установленные сроки. Члены комиссии проверили их и подготовили удостоверение кандидатов. Комиссия занималась проверками всех документов параллельно вместе с отдачей. И вчера мы зарегистрировали всех кандидатов. Вы видите, на столе у меня есть удостоверение уже готовые кандидатов, которые мы сегодня будем раздавать. Среди 41 зарегистрированного кандидата 3 представляют партию Амцахара, остальные – самовыдвиженцы. 15 из кандидатов – депутаты 7-го созыва и повторно выдвинули свои кандидатуры. Из политических партий в городе Сухум по городскому собранию выставилась только партия Амцахара, представила 3 человека. Это Квася Джони, Казанджиев Али и Ямич Байнал. Из нынешних 41 человека 15 человек – это действующие депутаты городского собрания. Джапо также рассказал о том, почему избирательная комиссия настояла на теледебатах с участием кандидатов в депутаты Сухумского городского собрания. Планируется, что все 19 округов смогут иметь возможность, кандидаты по этим округам смогут иметь возможность обратиться к своим избирателям со своими программами. Может быть, цель телевизионных эфиров все заключается в том, чтобы население знало напрямую своих кандидатов в лицо, плюс они знали бы те мысли и те программы, которые эти кандидаты пытаются представить. Глава избиркома отметил, что агитационная кампания продлится 20 дней. В ее ходе претенденты по всем 19 округам получат возможность лично обратиться к избирателям и рассказать о своих предвыборных планах. Марианна Котова, Евгений Сильченко, Абаза ТВ. Как и все граждане нашей страны, я пользуюсь различными каналами информации. Конечно, пресс-служба президента готовит свои аналитические материалы, но я считаю очень важным умение сопоставлять различные источники информации, анализировать их и делать соответствующие выводы, сказал президент Абхазии Бадра Гунба, обращаясь к участникам образовательного модуля «Новые медиа Абхазии». Президент отметил профессионализм абхазских журналистов, дал высокую оценку работе журналистов республики, подчеркнув при этом важность постоянного профессионального роста, участия в различных образовательных проектах и конкурсах. Военные комиссариаты Республики Абхазия проводят мероприятия, связанные с весенним призывом на срочную военную службу.
Сегодня в первый день призыва представители военных комиссариатов, призывники и их родители приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу славы в центре столицы. Яйна военкомат перед залой. Встазаракна ялордрует ар матура закурдрует яхарашца геройца абра рабхи глана яхай ихрхует и табуб харас хот ранацик дерге брейглаб встазаракна обзиран сферзыкита. В соответствии с указом президента с октября месяца в республике началась призывная кампания. Уже проделана большая работа, во всех районах идут районные призывные комиссии. На сегодняшний день у нас идет первая отправка в войска. Призывная кампания будет длиться до конца декабря месяца. Всех поздравляю с призывом на действительную военную службу. Владимир Делба поздравил коллектив и ветеранов Государственной миграционной службы с 16-летием со дня основания ведомства. Он отметил вклад службы в реализацию миграционной политики, высокий профессионализм сотрудников, а также важность их работы в условиях современных вызовов, сообщили в пресс-службе Кабмина. Особые слова благодарности были адресованы ветеранам, чей опыт и преданность службе служат примером для молодых сотрудников. Премьер-министр выразил уверенность, что миграционная служба и впредь будет эффективно решать поставленные задачи, внося вклад в развитие и безопасность страны. Информация Генпрокуратуры: в связи с истечением срока трудового договора прокурор Гагарского района Пкин Беслан Юрьевич приказом генерального прокурора освобожден от занимаемой должности. Также приказом Генпрокурора исполнение обязанностей прокурора Гагарского района возложено на заместителя прокурора района, старшего советника юстиции Гумба Давида Анзоровича. На доме по улице Джонова в Сухуме, в котором проживал народный поэт Платон Бебия, установили мемориальную доску. Платон Бебия – выдающийся деятель абхазской литературы, член Союза писателей СССР, Абхазии и России, кавалер ордена Акцепша III степени. Он является автором многочисленных произведений, включая стихи, баллады, поэмы «Добрый день», «Война» и романы «Западня», «Скоморохи». Многие его работы переведены на русский язык. Писатель также долгое время работал в редакциях и занимал должность директора издательства «Алашера». В церемонии открытия приняли участие представители Союза писателей, Ассоциации писателей Абхазии, сотрудники Абхазского государственного университета, Сухумского открытого института и общественность. Памятный знак был установлен при поддержке Союза писателей Абхазии, а его автором стал скульптор Атгур Чкадуа. Платон Хуан Пепа, литература кна, ваджлера тусура кна, литература стазаре, снагияла гылыз, егерт тезларылу каваз, литература дзыргает шадреван, уи хаваджлера чеснаг дара, иридр колон, ахшера гертон, иждырвает ишвала швыцеге, литература тхулпазква, и пародия ква, я генерала коррупхаша. Уйге бейхатран, уйге литература дзыргare изган, абснема царак дзамквантыцге, генерала квадара, абсышвелепш, урысшвелаге, дапхон дари, бзидзена, уй захенджера иридырколон. Атурых цаказмою нақна, ирехзо, хашхует шарабхат бяби пара курееваз, абжара бяби пара ееваз, арен хозер мемориал пухкакаду. وبرغنت أريوني سناجة تكز ما زاكون يخجي أرينا خسجوسي قزاوي حاجة لرتورخة يختكنا حرادة وبريوب يخجي راح يززجز أري يختس أري يمش يختي يمش كي وس حدوحات كولتورة دقيقنا بس يزعن خل. Иҟалозеи аҵыс ушьыр,
Иҟалозеи сушьыр, амахәҭала ҳаԥҵәаӡом, аԥсаара шәаханҵәаӡом, акымзарак ҟалаӡом. Иҟалозеи сушьыр, ашәҭ-ҟаҵага ҿшәаӡом, асаби ҵәуо дтәаӡом, акымзарак ҟалаӡом. Иҟалозеи сушьыр, аӡыс хьшәашәа ҭабаӡом, адгьыл ҿажәкуа ишабаӡом, акымзарак ҟалаӡом. Иҟалозеи сушьыр, амра шеиша ишанхаӡом, аԥша мҩабжара инхаӡом, акымзарак ҟалаӡом. Иҟалозеи сушьыр, аԥҭақәа ажәҩан рхәашьӡом, ауаа жәылан еибашьӡом, аха ҵыс хәыҷ ҟалаӡом. Платон ажәеинраалақәа иҩӡомызт, Платон ажәеинраалақәа иҳәон ашәаҵас. Иарбанзаалак агәаҟра изкым, агәырӷьара изкым еикуп зегьы ашәақәан. Уи шәгәалашәоит, уи хашҭшьа ақәӡам. Сара сгәы иаанаго, абас еиԥш иҟоу ауаа анцалак, ари адунеи ҭацәит ушьҭа иқәсхуеи ҳәа угәы иаанагаргьы уа иҟоу дреиуоуп Платон. Сара сзыҳәан, зегь шәзыҳәан. Платон Бебиа Хәамԥа-иԥа ари нас иԥсҭазаара зегьы иԥсынразын, ихы дегьӡаӡомызт уахгьы-ҽынгьы. Апоемақәа иҩуан, ажәеинраалақәа иҩуан, иааиҩуаз зегь уанаԥхьо, даара имарҩаны, даара аԥхьара марҩаны абас иҩуан. Ижәеинраалақәа уанрыԥхьо еихашәшәо убыс иҟало. Платон Хәамԥа-иԥа ауаҩы хазына иахьа ԥшьынҩажәаба шықәса ихыҵра иазкны абраҟа аӷәы иаадыртыз ари аԥсуаа ҳҭоурых азыҳәа даара ихьӡ бзиан, ихьӡ дуны иҟоуп. Са исгәалашәоит абри аҩнаҿы абарҭ ауаа хазынақәа анынхоз ашәҟәыҩҩцәа рыҩныҳәа абас иуԥхьаӡар алшоит абра Платон дахьынхоз. Абригьы абри абарелиеф абри сыдылҵеит. Нас сара хәҩык аҷкәынцәа аскульпторцәа ҿарацәа ҳамоуп. Абри аҷкәын идысҵеит. Сеихылаԥшит са стәала. Нас ԥышәакгьы сыман. Платон ихаҿсахьа аус адгылара аҟынгьы ҩыџьак шықәсык аџьабаа збахьан, ишыжәбо еиԥш даара иқәҿиан иҟаиҵеит, иҭабуп ҳәа шәасҳәот, хьӡы змоу аусаҿ шәеиқәшәала дшәыхьызгеит. Юбилейный вечер памяти Платона Бебия, посвященный 90-летию со дня его рождения, прошел сегодня в Национальной библиотеке имени Папаскир в Сухуми. Подробности в ближайшем выпуске новостей на Абаза ТВ. В Абхазском институте гуманитарных исследований имени Гулия прошла презентация двух новых монографий кандидата исторических наук, этнолога Элисо Сангулия. Автор представила исследование, посвященное абхазской свадьбе и истории рода Сангулия из села Члоу. В мероприятии приняли участие ученые, этнографы, представители Академии наук и представители фамилии Сангулия. Работы вызвали интерес в научных кругах и, по мнению специалистов, открывают новые направления для этнологических исследований. Подробности у Заура Кварчи. В конференц-зале Абхазского института гуманитарных исследований состоялась презентация двух монографий Элисо Сангулия «Абхазская свадьба. Традиции и инновации» и историко-генеалогическое исследование рода Сангулия из села Члоу. Обе работы стали результатом многолетних научных поисков автора. Первая книга основана на полевых материалах, собранных в разных районах Абхазии. В ней исследуется, как под влиянием времени меняется один из самых значимых обрядов абхазской культуры. Я много лет трудилась над ними, параллельно трудилась, поэтому сегодня мы решили их презентовать вместе. Первая работа – это тема моей кандидатской работы. Там вот идет у меня сравнительный анализ, то есть как было, как есть. И я попыталась показать, вот, как должно быть. И я в работе там вот делаю акцент на как влияют на свадьбы те трансформационные процессы, которые происходят сегодня вот в нашем мире. Вторая работа для автора особенно личная. Это попытка восстановить историю своей фамилии на основе архивных документов, устных преданий и воспоминаний. К сожалению, вот, у меня ни дедушки, ни бабушки не было. Они рано умерли, поэтому у меня не было возможности слышать
историю своего рода, поэтому я как бы заново открыла для себя историю. И я узнала, что очень много у меня вот в роду было участников Великой Отечественной войны. Из 23 участников 15 человек не вернулось. Был участник Первой мировой войны. Также я вот с гордостью, наверное, могу сказать, что я вот сделала самое важное – это родовое древо. Родовое древо своего рода, всех выходцев села Члоу. Они еще задолго до махаджирства проживали вот в селе Члоу. В целом генеалогия – это новое направление для абхазской науки, имеет большое значение для сохранения исторической как бы памяти и укрепления национального самосознания. На презентации собрались коллеги, историки, этнографы и представители научного сообщества. По словам заместителя директора БИГИ Виктора Авицба, подобные исследования имеют не только академическое, но и большое культурное значение, способствуя сохранению национальной идентичности и преемственности поколений. Обе книги очень важные для абхазоведения. Исследователь представила такой сравнительный анализ, какие у нас были традиции, что мы сохранили, что мы потеряли. А что касается второй книги, прослеживая генеалогию, историю одной фамилии, можно проследить даже историю нашего народа. Это часть нашей истории, потому что представители рода фамилии Сангулия были участники всех событий, которые происходили в Абхазии. А что касается работы автора, это кропотливая работа. Эти две книги буквально в течение 2 лет было издано, но это кропотливая работа, которая продолжалась более 10 лет. Это работа в архивах, это работа с информантами, это работа с интернетом, в поисках документов, особенно которые потерялись в годы Великой Отечественной войны. Но все-таки можно сказать, что автор справился со своей задачей, и благодаря этому у нас есть такие 2 прекрасные книги. Доктор исторических наук Омар Маан отмечает, что обе работы Элисо Сангулия открывают новые направления для этнологической науки в изучении традиционных обрядов и генеалогии абхазских родов. Сегодняшняя тема, вынесенная, так сказать, на презентацию в Абхазском институте, имеет чрезвычайную актуальность для абхазоведения, для абхазской науки, потому что оно, во-первых, это совершенно новый полевой материал, который в селах уже, так сказать, не найдешь, не достанешь, потому что мало стало носителей. Сегодня то, что мы называем новациями, то есть новые, так сказать, явления свадебных или вообще в жизни абхазов в целом, в культуре абхазов, через много лет, несколько лет, десятки лет, станут, уже традицией тоже станет. И другая книга, здесь мы должны говорить о члоуской ветке фамилии Сангулия. Одна ветка. Конечно же, как я уже сказал, есть и другие ветки, поэтому, объединив все эти ветки, мы можем получить полную картину. Генеалогии вообще абхазских фамилий, не только Сангулия, это актуально для всех абхазских фамилий. Поэтому тоже, актуальность, важность этой темы тоже очень высока, очень большая. Презентация вызвала живой интерес и обсуждение. В зале собрались не только ученые, но и представители рода Сангулия. Автор рассказала, что уже работает над докторской диссертацией, посвященной сравнительному исследованию абхазских и абазинских свадебных обрядов, а также планирует продолжить изучение своего рода, расширив географию исследования. Заур Кварджа, Евгений Сильченко, Абаза ТВ. Супруга президента Абхазии Ирма Хашик приобрела картину абхазского художника-скульптора Гивисмер «Дыхание» на благотворительном аукционе «Во имя жизни», организованном фондом Ашана по сбору средств для лечения подопечного Дамея Кучуберия. Приобретенную картину Ирма Хашик передала в дар Национальной картинной галереи Республики Абхазия. 21 октября замминистра культуры Динара Смер вручила картину художнику, директору Национальной галереи Сураму Сакане. В свою очередь Сакане выразил слова особой благодарности Ирме Хашик за переданную в дар галереи картину, подчеркнув при этом, что картина Гивисмер займет особое место в галерее.
Министр иностранных дел Олег Барцыц принял народную артистку Абхазии Алису Гицба и певицу из Никарагуа Катерину Веласкес, которая прибыла в Абхазию для участия в международном музыкальном конкурсе для вокалистов. Ведущая солистка Никарагуанского института вокала прошла отбор на общих основаниях и вместе с другими конкурсантами выйдет на сцену Госфилармонии 23 октября. Тему продолжит Надежда Боровикова. Министр иностранных дел Абхазии Олег Барцыц принял народную артистку республики Алису Гицба и Катерину Веласкес, вокалистку из Никарагуа, которая приехала участвовать в международном музыкальном конкурсе лаборатории «Музыка. Диалог без границ и расстояний». Олег Барцыц высоко оценил значимость культурных контактов для укрепления дружбы и взаимопонимания между народами Абхазии и Никарагуа. Мы хорошо помним тот теплый, дружеский, братский прием, который нам оказало руководство Республики Никарагуа, сопрезидент команданте Даниэль Ортега Сааведра и сопрезидент Росарио Мурильо, и также наш большой друг Абхазии, советник Лауриано Ортега. Мы очень рады, что сегодня представители фонда и театра «Инканто» находятся в Абхазии. Мы знаем, что Лауриано Ортега – это большой друг и покровитель этого театра и вообще этого вида искусства. И мы с удовольствием сегодня наполняем реальным содержанием наши отношения с братской Никарагуа. Катерина Веласкес поблагодарила за предоставленную возможность побывать в Абхазии и принять участие в конкурсе вокалистов. «Я представляю театр «Инканто», и для нас это очень важный шаг, который позволит развивать отношения между нашими странами еще и в сфере культуры», подчеркнула Катерина Веласкес. В нашей стране за последний этот год было сделано очень много шагов и было реализовано много усилий в отношении развития лирической культуры. Для нас это очень такой сейчас хрупкий механизм, который заработал, и мы очень верим в то, что в дальнейшем также мы в нашей стране это все будем развивать. И вот в этом направлении сейчас мое присутствие здесь настолько важно, что я очень счастлива, и для меня важно познакомиться с такими великими звездами этого направления, выучить что-то, чему-то научиться, и также для меня это большой обмен опытом. Кроме того, я здесь знакомлюсь с абсолютно новым для меня народом, я очень в это погрузилась сейчас, мне безумно я счастлива, что я сегодня здесь, и это для нас, как для вообще в целом для государства, этой политики, которая у нас сейчас ведется, очень важный шаг. Народная артистка Абхазии, руководитель международного музыкального конкурса лаборатории Алиса Гицба поблагодарила Фонд культурных инициатив президента России, а также правительство Абхазии и министра иностранных дел лично за всестороннюю поддержку в проведении конкурса «Музыка. Диалог без границ и расстояний». У нас конкурс уже вовсю уже идет. Приглашаю всех вас 23 числа на наш гала-концерт и церемонию награждения в филармонии в 17:00. Будем очень рады всех вас видеть. Я хочу сказать, что я очень рада приезду Катарины. Замечательная певица. Я знакома с ней уже по ее видеороликам, которые она присылала. Она на общих основаниях вместе со всеми присылала свою программу на первый, на второй тур. И мы очень ждем ее выступления с оркестром. Сегодня вечером состоится первая репетиция. И уже завтра она будет вместе со всеми нашими претендентами выступать с оркестром. Мы очень ждем этого, мы очень рады тому, что у нас все так замечательно складывается, и очень рассчитываем на вашу поддержку в дальнейшем. Отдельную благодарность участники встречи выразили Борису Барцыц, генеральному директору компании «Амобайл», за финансовое содействие в организации приезда в Абхазию певицы из Никарагуа Катерины Веласкес. Надежда Боровикова, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Абхазская певица Софья Саканя завоевала первую премию на международном музыкальном конкурсе оперных певцов в Палермо, рассказала спутник, народная артистка Абхазии и заслуженная артистка России Алиса Гицба. Она выступила на сцене знаменитого театра «Массимо», представляя Абхазию и Россию. Софья Саканя – лауреат Гран-при второго международного конкурса лаборатории Алисы Гицба. Филологические факультеты Абхазского госуниверситета и Московского государственного университета имени Ломоносова утвердили программу научного и учебного сотрудничества на 2026-2028 годы. Она принята в соответствии с договором о сотрудничестве между АГУ и МГУ,
от 2 февраля 2024 года. Как сообщает отдел информации и медиакоммуникации АГУ, основная цель программы – развитие ряда направлений общего языкознания и подготовка национальных научных кадров. Также сотрудничество направлено на укрепление связей между образовательными учреждениями и культурного взаимодействия народов в современном мире. Начался ремонт ливневого коллектора по улице Бейгуа в Сухуме. По поручению главы администрации столицы МУП ДРСУ приступила к реконструкции ливневого коллектора в районе домов номер 12-14 по улице Бейгуа, сообщает пресс-служба столичной администрации. Работы проводятся после обращения местных жителей в мэрию. Основная цель реконструкции – предотвращение затоплений данного участка во время сильных ливневых дождей. Столичная администрация приобрела спортинвентарь для столичной школы бокса. Спонсорскую помощь оказали неравнодушные сухумские предприниматели. Акция стала ответом на информацию о нехватке инвентаря, озвученную тренерами школы на прошедшей недавно встрече с руководством мэрии. По словам замглавы администрации Сухума Константина Тарба, создавать условия для занятий спортом – залог здоровья подрастающего поколения, и мэрия далее будет оказывать помощь в развитии спорта. Сейчас о погоде. В среду 22 октября в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, атмосферное давление повышенное, нестабильное. Ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 5 до 10, днем от 17 до 22 градусов. Температура морской воды 18 градусов, волнение морской воды умеренное, относительная влажность воздуха от 60 до 80%. И на этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.